Подкаст «Мир чужими глазами», рубрика «Интернет в красках». Мы продолжаем обзор некоторых агитационных материалов политических партий, участвующих в парламентских выборах 2020 в Кыргызстане. Сегодня в нашем обзоре три партии. Это партия Кыргызстан, партия Мекен Ынтымагы и партия Социал-демократы. Начнем с партии Кыргызстан. Мы решили для обзора по этой партии взять два ее видеоролика с канала в YouTube, который так и называется «Партия Кыргызстан». Но для того, чтобы понять первый ролик, нужно копнуть немного глубже и разобраться с одним из форматов видео, которое делают обычно в шутливом тоне. И впервые я такое видео посмотрел, наверное, лет 10-12 назад в одной из передач КВН, Клуб веселых и находчивых, когда одна из команд сняла видео следующего рода. Человек левой рукой держит перед собой камеру, словно он себя сам снимает, делает селфи, но это не фото, это видео. Потом он бьет правой рукой по камере, как бы закрывая объектив, и когда он руку отводит назад, уже картинка меняется. Человек в каком-то новом месте. Это может означать, что он либо поменял работу, либо он женился, либо у него родились дети, либо он сам по себе вырос, что-то в его жизни поменялось, климат изменился или ситуация в стране поменялась. Таким образом, представили, левой рукой мы держим камеру, себя снимаем, правой ладонью бьем по камере, отводим ее назад, и картинка после каждого удара по камере вашей ладонью меняется. И партия Кыргызстан для одного из своих роликов, который был опубликован 22 сентября, выбрала именно такой формат. Видео начинается с того, что на скамейке где-то на бульваре, судя по всему это бульвар Эркиндик или бульвар Дзержинского в Бишкеке, сидят трое молодых человек. Все они одеты в такие мантии, тем самым подразумевается, что они, скорее всего, выпускники какого-то вуза. То есть у них выпускной, и двое из них сидят в таких шляпах академических, а третий, который ближе всех к камере, который снимает, он без шляпы. И видео начинается с его слов. Ну чё, мужики, у каждого теперь своя дорога? 5, 4, 3, 2, 1. И вот когда он произносит один, он бьет правой рукой по камере, и кадр меняется. И нужно сказать, что в самом начале еще на видео появляются слова «Выпуск 2015 год». Соответственно, подразумевается, что самый первый ролик был снят в 2015 году. После того, как он ударил рукой по камере, он отводит руку, кадр поменялся, это он же, этот молодой человек, и написано «Выборы 2015», и молодой человек в руках держит листовку «Кыргызстан, Саяси, партия асы». То есть в 2015 году он агитировал или голосовал за партию Кыргызстан. Он наводит листовкой на камеру, закрывает камеру, отводит листовку, и уже другой кадр. Этот молодой человек где-то на стройке, он на строительстве жилого дома, он одет в рабочую жилетку, на голове каска. Опять он бьет рукой по камере, отводит руку, и рядом с ним стоит человек, строго глядящий на него, тоже в каске, в черных очках. Скорее всего, это бригадир строителей. И он строго смотрит на этого молодого человека, потому что он, скорее всего, не работает. И уже следующий кадр. Молодой человек стоит сзади, он работает, бьет молотком по какой-то металлической фиговине. А на переднем плане тот самый строгий бригадир. Уже он держит рукой эту камеру. Бригадир бьет рукой по камере, в кадре все поменялось. Теперь уже бригадир в рабочей одежде забивает какие-то гвозди или работает молотком. Ну, естественно, это все делается показушно, просто чтобы показать, что теперь работает бригадир, а тот самый молодой человек, он уже из простого рабочего вырос, видимо, в руководителя, потому что он в белой рубашке, в темных очках и с довольным видом глядит на этого работающего бригадира. Следующий кадр. Молодой человек купил себе новую машину. Далее он стоит с миловидной девушкой на старой площади, есть у нас такая в Бишкеке, и две их машины стоят близко друг к другу. Скорее всего, подразумевается, что произошло ДТП, и девушка виновата в аварии, она с виноватым видом смотрит на этого парня, извиняющийся, как бы извиняясь, разводит руками. Другой кадр. Следующий кадр. Они гуляют вместе по бульвару.
видимо, у них завязались отношения, и она весело тыкает своим мороженым ему по лицу, размазывает мороженое по его лицу. Ну, такая шаловливая у него девушка. И уже она закрывает рукой камеру, отводит руку назад. Следующий кадр – свадьба. Молодые люди, помните те двое, которые рядом на скамеечке сидели с нашим главным героем? Они на заднем плане машут весело руками, сзади них здание нашего бишкекского ЗАГСа, а впереди этот молодой человек, одетый как жених, и рядом с ним та самая девушка, одета как невеста. Подразумевается, что они сочетались браком в этот день. И он бьет опять правой рукой по камере. Теперь они с этой девушкой одеты совершенно по-другому, уже одеты как... Уже не по-свадебному, видимо, прошло какое-то время, и они внутри комнаты, мы видим голые, неоштукатуренные стены, видимо, этот дом еще строится, но он уже трясет ключами, значит, они купили квартиру в новом строящемся доме. Опять удар по камере, он отводит руку назад, они уже в уютной комнате, сидят на диванчике, надпись на экране «Выборы 2020», и девушка сидит, держит в руках листовку, на которой написано «Кыргызстан», партия «Кыргызстан», логотип этой партии, и тем самым нам дают понять, что к 2020 году парень, который в 2015 году закончил университет, вырос до того, что он нашел работу, купил себе машину, обрел жену, и теперь проживает вместе со своей супругой в новой квартире. И появляется развивающийся флаг партии Кыргызстан. Написано «Жүрөгүмдө Кыргызстан», в моем сердце Кыргызстан, мой стабильный выбор. Галочка стоит в квадратике и под ней подпись номер 15. Соответственно, если вы хотите проголосовать за партию Кыргызстан, вам нужно поставить галочку напротив 15 строчки в избирательном бюллетене. Следующий ролик, по крайней мере, в отличие от многих своих конкурентов, имеет какую-то идею, имеет какую-то мысль, там есть какой-то сценарий. Не скажу, что я прям сильно впечатлен этим роликом, но, по крайней мере, видно, что люди старались, чтобы создать что-то новенькое. И у этого ролика достаточно большое количество просмотров, 23 тысячи. Давайте вспомним, что в нашем предыдущем обзоре мы говорили про видеоролики от некоторых партий, у них было по 30, по 50, по 100 просмотров, а тут хотя бы 23 тысячи. И видео начинается с того, что это какой-то зал, сцена, на сцене стоит, судя по всему, ректор, который в добрый путь провожает выпускников. И это выпускники медицинского вуза. В ролике все говорится на кыргызском языке, но потом я буду параллельно для вас переводить. Слово предоставляется самой лучшей выпускнице. Асаналиевой Наргизе. Показывается, как на сцену поднимается девушка, она взволнована, ее подруги смотрят ей вслед, и девушка выступает со своим словом. Дарыгер бул адамзаттын өмүрүн колго алган улукман адам. Она говорит о важности, о важной роли врача, что она будет стараться быть лучшим в своем деле, заботиться о каждом пациенте. И в кадре появляется фотография. Это выпускники на сцене. В основном на переднем плане симпатичные девушки. Сзади, довольно-таки менее симпатичные молодые люди позируют, произносят шприц, весело улыбаются. И в этот момент кадр замирает. Изображение становится черно-белым. То есть нас ожидает какое-то трагическое изменение в судьбе этих выпускников или в судьбе этой девушки. И что же будет дальше? Акыркы 10 жыл аралыгында миллиондон жогору жаран жумуш издөө үчүн мы видим, что та самая выпускница Наргиза работает где-то, судя по всему, в Москве, потому что на заднем фоне мы слышим слова про Москву. Она работает кассиром в магазине, как тысячи наших соотечественников, вынужденных покинуть родину и отправиться на заработки в разные страны, в первую очередь в России. Таким образом, в этом ролике нам показывается, что надежды девушки не оправдались, ее мечта стать самым лучшим врачом не сбылась, и она вынуждена работать где-то далеко от дома, не по специальности, и вместо того, чтобы лечить людей, она пробивает товары на кассе в каком-то супермаркете или торговом центре. И голос за кадром произносит, что за последние годы очень много людей вынуждены были покинуть Кыргызстан в поисках лучшей доли.
Биз ар бир адам өз кесиби боюнча иштөөсүн каалайбыз. И следующие кадры, это уже не черно-белые кадры, это кадры, даже вот по музыке вы, наверное, догадались, более оптимистические, более светлые. Та же самая девушка Наргиза в больничной палате ухаживает за пациенткой, которая лежит на кровати, и мы уже не слышим звуки этого монитора, этого кардиографа, который отстукивал там удары сердца, который отслеживал удары сердца. Нет, Наргиза теперь в пределе. Сбылась ее мечта, она работает по профессии врачом. И голос за кадром говорит о том, что благодаря партии Кыргызстан, скорее всего, мечты многих сбудутся, они смогут работать у себя дома. И мы еще нашли страничку партии Кыргызстан, страничку Ошского отделения. Ош – это город на юге Кыргызстана. Нашли эту страничку в Инстаграме, она называется так: Кыргызстан, нижнее подчеркивание, партия, нижнее подчеркивание, Ош. И мне там один пост понравился. Они опубликовали изображение, на которое написано на 2 языках «кеттик», что значит «поехали», и изображение ракеты, взлетающей в воздух. И сама картинка сделана в цветах в цветах флага партии Кыргызстан. Но, судя по всему, это отсылка к знаменитым гагариновским словам «поехали». И тем самым партия Кыргызстан нам тоже говорит: поехали, началась избирательная кампания, давайте работать вместе. Следующая партия, скучная партия, называется Микен Ынтымагы. Чем она скучна? Нет, конечно, не тем, что у нее какие-то скучные члены или скучные сторонники, о которых я вообще ничего не знаю. Она скучна своей страницей в Инстаграме. Страница называется Микен Ынтымагы. Это, кстати, переводится как «согласие в Отечестве» или «согласие Отечества». В основном там фотографии лидера этой партии Темирбека Асанбекова и коллажи. Коллажи сделаны очень странно. Например, коллаж, на котором снизу текстом написано, что мы будем работать над обеспечением условий для развития малых и средних предприятий, для получения образования. Но что необычно в этом коллаже? Здесь намешано буквально все. Слева башня Бурана. Это минарет, оставшийся еще с эпохи караханидов, это 11-12 века. Позади башни Бурана наши горы. Справа воды озера Иссык-Куль, хотя башня Бурана и Иссык-Куль находятся в 200-300 километрах друг от друга. И навстречу нам, со стороны этих гор, летит самолет. Он летит над озером, над Бураной, и как будто он сейчас врежется прямо нам в лицо, в кадр. Конечно, немножко пугающая фотография, что прямо тебе в лицо летит огромный авиалайнер. И в правом верхнем углу логотип партии Микен Ынтымагы. Кстати, в нашей стране ее еще часто называют «Мы» по первым буквам в названии этой партии. И давайте перейдем на страничку лидера этой партии. Его зовут Темирбек Ишенбаевич Асанбеков. У него 23 700 подписчиков. И одна из его фотографий подтверждает реноме скучной партии. Что изображено на этой фотографии? Стоит сам Асанбеков, мужчина лет 50-55, достаточно неплохо сложен, у него решительное лицо. Его, кстати, в нашей стране еще называют кыргызский Путин, не знаю почему. Он позирует на белом фоне в белой рубашке. Из-за этого он практически сливается с фоном. Не знаю, кто ему предложил сделать такую фотографию. Мы видим только его лицо. И представьте, белая рубашка на белом фоне, и словно из ниоткуда появляется его голова. Мы видим его руки и черные штаны. А из-за того, что рубашка сливается с фоном, мы не можем даже понять толком с первого взгляда, откуда у него эта голова растет и откуда руки торчат. И слева от него в кадре на фотографии крупными буквами написано «Микен Ынтымагы», и на кыргызском языке добавлено чуть более мелким шрифтом «Правда». Только правда спасет Кыргызстан. Снизу квадратик и в квадратике галочка. Видимо, этот коллаж был сделан еще до того, как стал известен номер партии Микен Ынтымагы в избирательном бюллетене, поэтому просто галочка стоит без какого-то номера. И третья партия, о которой мы хотели бы сегодня поговорить, это партия социал-демократов. Она так и называется – политическая партия социал-демократы, и к ней примкнули сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Для тех, кто не из Кыргызстана, я поясню, что наш бывший президент сейчас находится в следственном изоляторе. Его обвиняют во всех смертных грехах, а он, в свою очередь, обвиняет действующего президента, своего преемника Сооронбая Жээнбекова в том, что он авторитарный человек, узурпировал власть и все такое. Но нас сейчас не это интересует, нас интересует, как выглядит
выглядят некоторые агитационные материалы от социал-демократов. Мы нашли их страничку в Инстаграме, у них всего лишь 359 подписчиков. Не 350 тысяч, а 359 в целом подписчиков. Называется аккаунт так: social, нижнее подчеркивание, Democrat, нижнее подчеркивание, official. И мы выбрали парочку изображений, парочку постов с этого Инстаграм-аккаунта, чтобы для вас описать, как выглядит агитация от этой партии. И 10 сентября, например, они опубликовали фотографию одного из своих кандидатов. Это молодой человек Тимирлан Медетбекович Султанбеков. Он стоит на фоне каких-то достаточно симпатичных коттеджей. Он одет в пиджак, в пальто, на нем темные очки. Из-за прически, достаточно таких пухлых щечек, вздернутого носика и очков, он вызывает ассоциации с лидером Северной Кореи, Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. И вид у него такой важный очень, как будто он уже большой партийный чиновник, хотя достаточно молодой человек, всего лишь 23 года. И на 2 языках написано следующее. Наш кандидат Султанбеков Тимирлан Медетбекович родился в 1997 году в городе Балыкчи, учиться, через мягкий знак, в Москве, Национальном исследовательском университете, Высшая школа экономики. К сожалению, с грамматикой у автора этого поста не очень хорошо, вряд ли это писал сам Тимирлан, скорее всего, тот человек, который ведет этот аккаунт. И такие замечательные хэштеги, как «У народа есть шанс», «Парламент без олигархов, без чимкириков» и «Выборы 2020». Другая фотография, она уже более креативная, и в ней кажется, на мой взгляд, кажется больше какого-то смысла. Хотя, как правило, без какого-либо подкола в адрес социал-демократов просто хочу сказать, что, как правило, у большинства партий, у большинства кандидатов все агитационные материалы выглядят достаточно одинаково. Как правило, люди смотрят с умным видом в камеру или в сторону от камеры, их лицо становится задумчивым. Всем своим видом они дают понять, что как тяжело им думать о народе и что нелегко быть кандидатом, нелегко потеть, трудиться ради своих избирателей. Поэтому не думайте, что мы с каким-то осуждением относимся к какой-либо партии. Как правило, все агитационные материалы у любой партии не самого высокого качества, а даже если видно, что денег потратили много, то каких-то идей и креативности не хватает. Так вот, у этой фотографии, которую я хочу описать, есть какая-то определенная креативность. На ней изображен мужчина средних лет. Это мужчина азиатской внешности, в темных брюках, в светло-голубой рубашке. Кстати, рукава у него закатаны, то есть нам дают понять, что человек хоть и в рубашке, но все равно выглядит не очень официально. И он идет по полю. Это, видимо, пшеничное поле, а где-то в горах, потому что хоть и поле ровное, но сзади него, сразу же за этим полем, высятся холмы. Это кандидат Кылычбек Султан. И рассказывается, что он родился в 1975 году в Узгенском районе, награжден почетными грамотами Кыргызской республики, работал послом. И в чем я увидел какую-то креативность. По крайней мере, человек заморочился, выехал на природу, сфотографировался на фоне поля. Правда, вряд ли он вот так в жизни ходит по полям в рубашке и в брюках. Наверняка там еще и снизу туфли, хотя ног мы его не видим. Наверное, потому что в таком виде ходить по полям, среди травы, среди пшеницы не очень удобно. И последняя фотография, которую мы хотели бы описать из аккаунта социал-демократов, это фотография того самого бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который сейчас находится под следствием. Он ограничен в своей свободе, он сидит в СИЗО. И что сделали социал-демократы? Они буквально 22 часа назад, то есть вчера, опубликовали его фотографию. Это, видимо, еще со времен президентства. Он сидит где-то за столом. Мы видим его в профиль. Правая рука у него прижата к правой щеке. В кадр попадает кончик микрофона, соответственно, он где-то на пресс-конференции, может быть, общался с журналистами в тот день. Он задумчиво глядит на того человека, который к нему обращается. Этот человек находится за кадром, но мы понимаем по глазам Атамбаева, что он кого-то внимательно слушает. И комментарий к этой фотографии следующий. Зачитаю для вас полностью, чтобы вы имели примерное представление, что зачастую пишут в Инстаграме те же кандидаты, те же политические партии. Обращение Алмазбека Атамбаева. Голосуйте за свободу и демократию. Уважаемые соотечественники, совсем скоро, 4 октября 2020 года, состоятся выборы новых депутатов Джугурку-Кенеша. Призываю вас сделать свободный и осознанный выбор.
Если большинство депутатских мандатов вы, дорогие избиратели, отдадите прогрессивным, независимым от Белого дома партиям и их кандидатам, то никакой президент не сможет помешать новому парламенту и правительству вернуть Кыргызстан на путь устойчивого развития. Такова наша конституция. И наоборот, если в Джогорку-Кенеше нет сильной оппозиции, то даже самый слабый президент может быстро стать авторитарным правителем. В Кыргызстане так и получилось. Сооронбай Жээнбеков превратился в президента-разрушителя, без идей, без стратегии, и установил в Кыргызстане семейно-клановое правление. Такова наша реальность. Сегодня в борьбу за свободу, демократию и справедливость включаются новые молодые лидеры, и это радует. Они нуждаются в вашей поддержке, дорогие соотечественники. Мой личный выбор очевиден. Я поддерживаю оппозиционную партию «Социал-демократы». И не только потому, что там мои сыновья, которые вынужденно оказались втянутыми в гущу политических событий. Главная причина в том, что мои однопартийцы из СДПК, СДПК – это социал-демократическая партия Кыргызстана, которая фактически сейчас разгромлена, которые не предали меня, на этих парламентских выборах идут вместе с партией социал-демократы и заключили соответствующий меморандум. На сегодня это единственная политическая партия, которая вступила в открытое противостояние семейно-клановым режимам Жээнбековых-Матраимовых. Вместе с тем мне близка и понятна позиция граждан, поддерживающих другие оппозиционные партии на этих выборах. Всем партиям, которые не на словах, а на деле выступают против коррупции, которые реально борются за справедливость и демократию, я тоже желаю успеха. Уважаемые кыргызстанцы, призываю не голосовать за провластные партии, особенно за те из них, что финансируются кланом Жээнбековых-Матраимовых. Не продавайте свои голоса, не продавайте свое будущее, зная, что многие сограждане в качестве протеста хотят голосовать против всех. И это тоже будет ошибкой, потому что чем больше недовольных властью голосов уйдет против всех, тем более весомыми станут Г. И вот здесь ошибка, конечно, человека, ведущего аккаунт. На слове или даже на букве Г обращение президента кончается. И человек, который ведет этот аккаунт, даже не заморочился дописать это обращение, может быть, просто скопировал. И из-за того, что в Инстаграме есть ограничение на количество символов, которое идет к описанию к этой фотографии, как правило, продолжение или окончание этого описания дописывают в первом комментарии от человека, который ведет этот аккаунт. Но, как я сказал, ответственный за этот аккаунт решил не заморачиваться и ничего не дописать. Поэтому обращение нашего бывшего президента заканчивается на букве Г.